Сёння мы завіталі ў госці вось у гэтую невялічкую, але вельмі утульную і гасцінную хатку, якая стаіць на ўездзе ў вёску Нача, да Уладзіславы Вікенцівны Міклюкевіч, таленавітай жанчыны, майстрыхі на ўсе рукі. Нягледзячы на свой сталы ўзрост, яна вельмі рухавая, актыўная, у меру сваіх сіл займаецца не толькі хатнімі справамі і агародам, але і кожную вольную хвіліну аддае любімай справе – вышыўцы. Наведвае аматарскае аб'яднанне «Сустрэча» пры Нацкім доме культуры, дзе дэманструе свае цудоўныя вырабы, дзеліцца сакрэтамі майстэрства з моладдзю. А яшчэ Уладзіслава Вікенцівна любіць і паспяваць, ведае многа розных песень. Мэта сённяшняга нашага візіту – у чарговы раз дакрануцца да ўсёй гэтай прыгажосці, створанай рукамі бабулі Уладзі, акунуцца ў непаўторны свет яе кветак, колераў, адценняў, даведацца пра вытокі яе таленту, майстэрства, атрымаць слушныя парады і самім далучыцца да гэтага цудоўнага працэсу. Мы ўдзельнічаем у конкурсе «Нашчадкі традыцый». Мы шмат даведаліся пра розныя рамёствы і у тым ліку пра вышыўку. Бабуля Уладзі, ці можаце вы нас навучыць гэтаму? Чаму ж не могу навчыць, а вы хочаце, а вы тільки у вас желание есть. Есть. Ну, то я хочу показать. Маешь вот тебе пяльцы, маешь тебе ниточки, ну и пробуй. Там, если непонятно, пытайся, я буду тебе учить далее. Ну и ты вышивай, что тут тебе вышивай, гляди, як. Голочкой там попадаем. Як давно вы занимаетесь гэтым? Ой, я недавно занялась гэтым. Я не ведаю, уже, мне яких годов было 45, калі не больше, як я зачала это вышивание. Я робила на складе, и до мне приходила с конторы у помощь, всегда, каждый день на помощь мне, как уборка, давали Миленкевичеву. Ну, и она мне рассказала, что можно на узор, любой узор, какие мне нравятся, какие кветки нравятся, взять и на пленочку положить, материал растягнуть, а пленочку нарисовать, это узорчик, отбить. Пленку послав, на какую кветку адресовал, понимаете як? Да. Ну, и это потом остается. А тогда треба меч копирочку на свой материал. Ой, як тут положил копирочку, вот тут видите, у нас нарисовано целое ружево. Копирочку положишь и отбиваешь, все, она добьется. Ну, и так я и начала вышивать. А потом, як уже пошла на пенсию, то уже тогда я венцы стала вышивать. Я уже вышивала без конца, мне так хотелось. Подойди трохи сюда, я тебе покажу як. Бо я так не могу, то бездалеко. И с голочкой зачем чем ходить. Ходи сюда, ходи. Так, вот teraz мы уже кончили тут. Teraz мы заводим этот конец, как он у нас не болтался. Вот так раз переведем, другий раз переведем. И teraz ножничками его и обрежем. И он будет ровненько, не видать там. Teraz возьми любую ниточку, может желтую треба, бо мы ромашечку вышивать будем. То возьми желтую ниточку и завяди в этот клубочек, в иголочку. Подорви, завяди, попробуй, я тебя по серединку ромашечки вышивать будешь. Ну, у тебя як там тоже иди хорошо, увидишь, как красиво, молодец. Будешь уметь прянитку. Не умею так аккуратно, не могу, но то, что умею, то хочу показать, как вы умели. Вот хотим завести teraz. Ниточка нехай тут будет вот так в середине. Начинаем бережок. Ще пишу тут зетуль. Трохи зетуль по рисуночку. Вот так. И тут у тебя пойдет зараз серединка ромашечки. О, бери пробуй. Чи передали вы свой талент своим внукам? Конечно, конечно.
Дару свои работы каждому. Ну что там получается у тебя? Красиво ты умеешь. Молодец. Нас на праці так само вучаць вышивати. Моя матуля так само добре вишиває, любить це робити. І я від її вчуся. Ну, молодец, треба учиться, треба все уметь, что можно руками зробити. Ой, як я беру, то гляди. Вот так у меня пальчик должен быть вот тут, под этим. Вот. И ты чувствуешь, вот сунешь голочку сюди, вот, так вот, і чувствуєш, що от ти взяла. Тоді вже тут моцно дуже, то тоді треба ще буде тобі робити так. Отак от тут раз ще вчепити, посередині. О. Потім воно буде, а як так воно буде перечеплено, де саме широке таке, то треба перечепляти. О. Буде, і пальчик, як у тебе тут був би. Хорошо. Бери пальчик туди і сідай, і тоді буде у тебе получатися добре, все, будеш чувствувати. На сьогодні може хопить. Ну, глядіться, може вже ви устали. Ну, може бути. Ну. точно. Дякую вам велике. Гэта вельмі цікава, займальна. Здароўя вам і каб больш ідэй было для вышыўкі. Ну, будем стараться. Мне вельмі сподобалося. Это такое хорошее дело. Другий раз и я буду вышивать. Тоже будешь вышивать. Молодцы, девочки. Умнички. Дякую вам Дякую. велике. Ну и вам дякую, что пришли, хорошие мои девочки. Учитесь, треба все уметь, девочки. И читать, и писать, и вышивать, и шить, и все. Все треба уметь. Всю жизнь все пригодится.